Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную и теплую поддержку, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон. Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. От чего вам не уйти? В чем ваша судьба? Загадайте, пожалуйста, на себя и давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, отсыпочка у нас готова. Давайте будем с вами разбираться. Итак, мои хорошие, в чем ваша судьба? Здесь показана лодка. Лодка счастья, лодка любви, лодка жизни. И ваша судьба в том, чтобы в ней плыть. Плыть вместе с тем, с кем вам хорошо. С тем, с кем вы друг другу предназначены. С тем, кто ваша идеальная пара. Лодка очень большая, просторная. И море очень гладкое. То есть вам по судьбе быть очень счастливым человеком именно в личной жизни. Если вы сейчас в паре, в браке, но отношения ваши не строятся, значит, предстоит, грубо говоря, работать над этим, да, и выводить все в идеальное состояние. Если вы сейчас одиноки, у вас нет пары, то это ваше будущее, да, встреча с идеальным человеком, построение отношений семьи и вот это совместное путешествие по жизни, да, в этой прекрасной, шикарной лодке. Еще по этой лодке могу сказать о том, что достаток. Это достаток, потому что лодка очень большая и красиво, богато украшена. То есть жизнь в достатке, жизнь при деньгах, так можно сказать. Дальше перед вами гора, на которую вы всходите, еще кому-то тоже помогаете взобраться. То есть вам никто не помогает, вы сами покоряете эту гору, вы сами справляетесь со своими проблемами. И при этом у вас достаточно сил, чтобы и другому человеку помочь с его проблемами и также взобраться на вашу высоту. То есть вы победитель по жизни, и никакие проблемы вам не страшны, либо никакие проблемы не могут вас остановить. Мало того, вы еще и другим можете помогать решать их проблемы, либо давать, может быть, мотивацию, подсказки, да, как справиться с той или иной ситуацией. Дальше показывает вас птицей. Птица, которая в силу каких-то обстоятельств, я так понимаю, боится летать. Может быть, у вас крыло было сломано, может быть, вы где-то поранились, может быть, вы в принципе были в клетке, выращены, воспитаны, и теперь вы боитесь летать. Птица, которая должна научиться летать, и нет у вас других вариантов. Ваш дом — это небо. Вы рождены птицей, вы должны летать, вы не должны ходить по земле, это для вас неудобно. То есть, судя по этим картинкам, это, во-первых, обрести свое счастье, плюс небо — это высота, да, быть выше, чем все те, кто вас окружают, добиться больших успехов, чем это возможно в тех реалиях, в которых вы находитесь. И еще так показывают часто переезды и улучшение образа и уровня жизни. То есть сейчас вы как птица ходите по земле, а для птицы это неудобно, а по идее вы должны летать по небесам. В небесах, вернее, должны летать. Вот, научиться летать. Вам нужно научиться летать. У вас все для этого есть, только какой-то страх присутствует, с которым нужно бороться, обязательно бороться. Дальше. Обличить каких-то плохих людей, либо стать возмездием для этих плохих людей. Снять маски, сорвать маски с плохих людей. Это тоже и есть частью вашей судьбы, вашего, так сказать, будущего, вашего предназначения. Вы то ли безошибочно определяете, кто плохой, а кто хороший, то
то ли вы склонны к тому, чтобы анализировать людей, которые рядом с вами находятся, либо входят в ваше пространство, и понимать, что человек из себя представляет. Вам нельзя молчать, вам нужно не только самой, да, для себя понимать, кто плохой, кто хороший, вам нужно еще и других просветлять в этом плане, да, другим рассказывать, вот этот человек хороший, вот этот человек плохой. Вы безошибочно умеете определять, либо можете определять, если этого захотите. Вы должны, либо это есть часть вашего предназначения, снимать маски с людей, которые очень плохие, очень лютые и вредоносные. Разоблачать, обличать, снимать маски. Тем более, еще раз говорю, у вас для этого все есть. Возможно, вы уже это умеете делать, а возможно, вам просто нужно поверить в себя и начать это делать. Тем самым вы и себя обезопасите, и всех тех несчастных, кто не имеет такой силы, не имеет такой способности, как вы, да, кто не умеет разбираться в людях. Еще показан мужчина, которого вы должны, не знаю, спасти, скорее всего. То ли вылечить, то ли спасти. И так можно прочитать. Причем это предсказание идет одинаково и для мужчин, и для женщин. Здесь такая картинка, знаете, как будто бы вы тянете этого человека за руку, да, а он как сопротивляется, упирается, что типа не хочу, брось меня, не тяни меня, мне и так хорошо. А вы такая: нет, пока не спасу, не отпущу. Так мне идет. То ли человек пьет, то ли человек чем-то болеет, то ли ведет какой-то асоциальный, аморальный образ жизни. Как, знаете, сбился с пути, как пропащая душа мне идет. А вот вы и способны, и должны этого человека спасти. Вы даже сами где-то на подсознательном уровне это ощущаете. Поверьте, все то, что вы уже сделали, это все было не напрасно. Дальше будет больше, дальше будет проще. Вижу, что человека все-таки спасете. И это будет гигантский плюс в вашу карму. Опять же, спасти чужую душу — это, я вам скажу, героизм. Просто героизм, который высшие силы очень ценят. Вы уже много сделали для этого человека, но еще столько же предстоит сделать. Но вам будет легче. Вам уже самое сложное вы прошли, можно так сказать. Но не отказывайтесь от этого человека, как бы он там вас... Я вижу, что человек сопротивляется. Может быть, даже этот человек там позволяет себе лишнего в вашу сторону. Но вы, пожалуйста, не бросайте. Без вас этот человек точно пропадет. Либо зло полностью поглотит его душу. Дальше здесь показано, что вам предстоит чему-то учиться, изучать, себя в чем-то пробовать, обрести какие-то новые, необычные для себя знания, навыки, либо способности. От этого вам не уйти, вам это просто необходимо для вашей полной реализации, либо для вашей реализации в вашем предназначении. Учиться, заниматься, развиваться, практиковать, наработать опыт, набить руку, и дальше у вас звезда над головой горит. То есть стать известным, знаменитым, популярным, реализованным человеком. Ну, опять же, это может быть что угодно, начиная там от эзотерики, заканчивая какой-то узкопрофильной специализацией. То есть вы все разные, но ваше от вас не уйдет. У вас всю жизнь будет складываться именно таким образом, что нет другого пути, нужно учиться. Либо нет другого пути, нужно практиковать. Так у вас будет идти. Уже, наверное, идет. Скорее всего, понимаете, о чем я говорю. Через силу, наверное, себя сами заставляете, в себя не верите, но это и есть ваша судьба. Именно такой путь вам уготовлен. Дальше показано вернуть себе то, что у вас забрали, отобрали. Причем вот самое важное, то, без чего нельзя, либо то, что вам болит. Вот вижу, что будете возвращать. Вот как будто бы с каких-то людей тянете, вытягиваете. Возвращение того, что принадлежит вам, либо возвращение тех, кто должен быть рядом с вами. Вернуть себе все назад. Это очень тяжело, но вы справитесь. У вас получится. Вы все себе вернете. Что у вас там забрали, украли, кого у вас увели, забрали. Все вернете. Дальше достучаться.
Тут закрытая дверь, и вы будете стучать, пока вам не откроют. А вам обязательно откроют. На это, конечно, какое-то время уйдет, но вы достучитесь. Вы должны в эту дверь войти. Либо вхождение в эту дверь и есть часть вашей судьбы. То, что дверь сейчас закрыта, не должно вас волновать. Стучите, пока вам не откроют. Стучать, конечно, придется долго, но оно того стоит. Вы должны стучать, и вам откроют. Дальше показано, что вы будете слазить с какой-то черепахи. Как будто бы вы сейчас передвигаетесь на черепахе. Очень медленно, и это очень похоже на застой. Слезть с черепахи. То есть, грубо говоря, своими двумя ножками вы гораздо быстрее будете, чем пользуясь этой черепахой. Но это может быть и общее состояние застоя, не только персонально ваше, но и общее. То есть это все вы переживете, вы поймете, в чем здесь подвох. От этой черепахи вы откажетесь, и события в вашей жизни будут ускоряться. Из застоя вы точно выходите. Кит, который выпускает фонтан. Кит — это про здоровье. Фонтан — это изобилие. Вернуть себе свое здоровье, либо такой образ жизни, который позволяет не только сохранить здоровье, но и вылечиться от каких-то, может быть, хронических даже заболеваний. То есть это тоже часть вашего будущего. Научиться жить правильно, либо научиться не только жить, но и питаться, также вести здоровый образ жизни, заниматься, возможно, спортом, какой-то лечебной физкультурой. Укрепить свое здоровье, избавиться от каких-то хворей, болей, которые вас сейчас беспокоят. Дальше. Тут про жилье идет. Как будто бы вы кирпичик к кирпичику складываете свое будущее жилье. У кого-то конкретно отыграется, что вам суждено построить свой собственный дом, а у других это те действия, которые вы осуществляете для того, чтобы обрести свое жилье. Хоть у вас и помощники есть в этом деле, но, опять же, вы главный человек, который выкладывает эти кирпичики. То есть без вас ничего не произойдет, без вашей воли, без вашего решения. Но обретение своего собственного жилья у вас прям на роду написано. Может быть, вы уже имеете жилье, но хотите построить, например, дом. Мечтаете просто об этом, дом, коттедж, загородный дом, чтобы там собиралась вся семья. Именно благодаря вам это все осуществится. Дальше. Здесь какой-то человек у вас и в голове, и в сердце, а вы все забыть его не можете. И что бы вы ни предпринимали, забыть невозможно, либо забыть не получается. Даже прям стараетесь, не думаете, заставляете себе не думать. Человек вам может сниться просто, подкрадываться во сне и о себе напоминать. Здесь показано, что вы забыть не можете, потому что этот человек и есть ваша судьба. Нельзя забыть того, кто с вами повязан самой судьбой. Это, в принципе, ненормально. Это ни у кого не получится. Вы чувствуете эту связь, но что-то мешает быть вместе. Либо кто-то вмешался и помешал вам быть вместе. Несмотря на все эти помехи, несмотря на происки, например, врагов, либо третьих лиц, разлучников, разлучниц, вижу, что с тем, о ком думаете, кого в сердце содержите, вы вместе будете. Точно будете. С левой стороны. Хоть сейчас это кажется абсолютно невозможно, но будущее, оно именно с этим человеком у вас связано. Вы уже повязаны. Уже не разорвать эту связь. И чем дальше вы от друг друга отходите, тем сильнее эта связь становится. Тот человек тоже вас чувствует, тоже о вас думает, тоже вас забыть не может. Так, а здесь речь идет о доходах. У вас есть какая-то мечта, желание зарабатывать определенную сумму денег. Вы говорите, мне для полного счастья нужно зарабатывать, либо иметь такую-то сумму денег. Вижу, что чуть попозже у вас такая возможность появится. Но возможность это будет в несколько раз больше, чем вы мечтаете. Зарабатывать, либо получать, либо так, либо так. Кто-то и сам будет зарабатывать, а кто-то будет получать. Допустим, от партнера будете получать бюджет определенный, и на вас, и на содержание дома, содержание семьи. Будет, это показано.
Кто-то должен вернуть себе удачу в жизни. Удача, ваша удача в руках другого человека. Опять же, у кого-то отыграется, что был кранник, у кого-то отыграется, что вы сами передали свою удачу. Так иногда бывает. Есть определенные техники, и плохие люди этим пользуются. Вернуть себе свою удачу. Вернуть себе. У вас это получится. Придет время, когда вам все откроется. Придет время, когда и знания у вас появятся, как это сделать. И все вы себе назад вернете. С того другого человека прям, как вы знаете, вытянете свое, вернете себе. Дальше чудо здесь показано. Пережить, либо собственными глазами увидеть чудо. Чудо может произойти конкретно с вами и также с кем-то из ваших близких, либо у вас на глазах, да, произойти чудо. Чудо вы в своей жизни обязательно увидите. И это не просто там красивое слово, а это какое-то конкретное событие, которое, именно чудом и назовется, потому что по-другому назвать это событие нельзя. И еще показана ваша заветная мечта большой яркой звездой над вашей головой. Знаете, как я вижу? Я вижу, что у вас руки вырастут. У вас руки станут, я не знаю, такими, как резиновыми, пластичными. И вы просто эту звезду с неба себе снимете. Это будет ваша личная возможность снять звезду с неба, да? Звезду взять себе. Но это хороший знак. То есть самая заветная мечта вашими же руками будет самому себе исполнена. Так, мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.